Я уроженец Бескарагайского района, вырос в лесхозе, в Букибаевском лесхозе. В этом лесу проработали мой дедушка, отец, мама. Поэтому в 1979 году, заканчивая школу, был выбор только в лесное хозяйство. Так как все мы выросли в лесных поселках и видя, что наши родители, друзья родителей, инженерно-технические работники, все с детства мы мечтали, думали, хотели быть похожими на них и выбирать профессию лесовода, так как эта профессия, она пропитана к нам, можно сказать, корнями. Директор лесхоза на то время был Черников Владимир Яковлевич, нас всех ребят молодых дал направление учиться в Лениногорском лесном техникуме. В 1984 году закончил Лениногорский лесной техникум. Так как я учился по направлению, вот в то время давали направление организации, меня по направлению закончил, приехал в свой родной лесхоз. Меня тот же директор принял мастером леса вот этого рамадановского лесничества. Вот. 3 года я здесь проработал мастером леса. Меня в 1987 году направили в Шадрухинское лесничество помощником лесничего. Проработал я в Шадрухинском лесничестве 3 года, и в 1991 году меня вновь отправили сюда, в Рамадановское лесничество, лесничим. Эти годы были плодотворны, я многому учился у старшего поколения. Значит, образовали в 2003 году Государственный лесной природный резерват Семей-Ормане. Это республиканское государственное учреждение. После этого на моих глазах, я думаю, произошли хорошие изменения. Значит, статус наш поменялся, нам всем начали выдавать формы, материально-техническую базу с образованием резервата. Стало лучше и интереснее работать. Вот. Те пожары, которые произошли в 97-98 годах, значит, вот на моей территории, в Рамадановском лесничестве, было 2 крупных лесных пожара, это 96-97, около 3000 гектаров. После образования резервата до сегодняшнего дня, я вот работаю здесь много лет, эти все территории пожаров мы посадили лесные культуры. На сегодняшний день на нашей территории площадей подлесных культур практически нету. Вся территория наша высажена, и все лесные культуры давно перевели в Государственный лесной фонд. 2025 год объявлен президентом годом рабочих профессий. Так как я являюсь династией лесоводов, у меня дедушка проработал в лесном хозяйстве, отец проработал в лесном хозяйстве, мама проработала в лесном хозяйстве. Я сам уже 41 год проработал в лесном хозяйстве. Я надеюсь, сейчас у меня в этом лесничестве работает сын. Я надеюсь, сын мой, который работает сейчас госинспектором нашего лесничества, продолжит наш путь. После распада Советского Союза, как и во всем нашем государстве, нашему лесному хозяйству пришли, можно сказать, тяжелые времена. Но, несмотря на это, наше правительство, президент повернулись к нам лицом и начали улучшать материально-техническую базу. И я надеюсь, сейчас, в наше время, после получения независимости 30 лет, все-таки лесное хозяйство восстанавливается, повысились заработную плату, улучшение идет материально-технической базы. Я думаю, что мы сохраним этот уникальный ленточный бор. Ежегодно нами, сотрудниками Рамадановского лесничества, производится снабжение наших пенсионеров топливной нормы. Также социально уязвимым населению при Маловодемсельском округе обеспечиваем топливными дровами в объеме 80 кубометров. Также проводим, так как у нас материально-техническая база позволяет,
Мы проводим расчистку дорог от снега на территории лесничества для патрулирования. Меня зовут Алимханов Тимур Маратович. Я являюсь мастером леса Рамаданского лесничества Букибайского филиала РГУ ЛПР семьи Урманы. Работаю в Рамаданском лесничестве с 2018 года. Устроился на работу государственным инспектором, то есть лесником. С 5 января 2025 года перевелся мастером леса. В Рамаданском лесничестве мне очень нравится, здесь очень хорошие коллеги, работа идет хорошо. Руководитель лесничества Алшинов Аслхан Батырханович очень хороший специалист, как преподаватель всему научил. Лучше провел учебу на рабочем месте, чем я учился в учебном заведении. В Рамаданском лесничестве проводятся разнообразные виды работ по охране, защите, воспроизводству, восстановлению леса. Лес – это богатство нашей страны. Должность лесничего – это не только должность, это призвание. Я бы хотел призвать подрастающее поколение, чтобы все поняли это и пришли работать в лесное хозяйство, так как нужно его беречь. Сейчас, в данное время, в лесном хозяйстве, я уже говорил, что созданы для этого хорошие условия.